В эфире новости, с вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Выпуск начнем с брифинга о работе по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников СВО из Якутии. Предлагаю послушать. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению снаряжением и оснащением участников специальной военной операции от Республики Саха-Якутия. По заявке Восточного военного округа готовится поставка беспилотных летательных аппаратов воинским формированиям, в которых проходят службу бойцы из Якутии. В рамках федеральной программы ТОР «Патриотическая» якутскими производителями «Зеленая энергия», «Саходрон», «ЕКТ «Сокол» будет продолжена работа по производству квадроциклов, электромотоциклов и беспилотных летательных аппаратов. Продолжается сбор и доставка автотехники, гуманитарной помощи и адресных посылок для военнослужащих от Республики Саха-Якутия. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжаются. Далее перейдем к новостям, озвучу основные события к этому часу. Урожай зерновых в Якутии может стать одним из лучших за последние годы, за счет чего достигнуты результаты. Повышение квалификации, фестиваль профессий. В Мегино-Кангалавском улусе состоялось выездное заседание по занятости населения. В Амгинском районе в селе Эмиссы участники клуба любителей коневодства организовали легендарный конный маршрут для учащихся школ. Расскажем подробнее. Срок ввода Ленского моста в эксплуатацию остается неизменным. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. На площадках строительства задействовано 240 человек и 70 единиц техники. На левом берегу завершено бетонирование Ростверка первой опоры. На текущий момент ведется его армирование и бетонирование. Две следующие опоры на 5 и 6 также успешно прошли испытания нагрузкой. Продолжается укрупнительная сборка элементов самого крупного кофердрама для опоры номер 9. Сотрудники госавтоинспекции по Вилюйскому району еженедельно проводят рейды и массовые проверки водителей на предмет выявления фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушения правил дорожного движения на территории Вилюйска и федеральной автодороги Вилюй. Несмотря на общее снижение числа ДТП и пострадавших, сохраняются проблемные зоны. Травматизм среди детей остается на стабильном уровне, а ситуация с мотоциклистами требует повышенного внимания. Принято решение усилить профилактические меры. По состоянию на сентябрь 2025 года зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий, что почти соответствует уровню прошлого года за полный период. Однако стоит отметить на снижение числа погибших с 6 до 3 человек, что говорит о некотором улучшении ситуации. Одновременно количество раненых уменьшилось от 17 до 12 человек. В том числе число пострадавших детей сократилось с 6 до 5. Что касается происшествий с мотоциклистами, то в 2025 году зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий. В 2024 году в сравнении 5 человек. При этом количество пострадавших увеличилось до 4 человек. И, к сожалению, был зарегистрирован один смертельный исход, случай дорожно-транспортного происшествия, тогда как по прошлому году погибших не было. В Якутии с 20 сентября по 20 октября объявляется запрет использования сети при любительском рыболовстве. Не запрещается рыбалка с использованием разрешенных крючковых снастей. Также под запрет не попадает вылов сетями карася, для которого запретный период установлен с 15 мая по 15 июня. Урожай зерновых в Якутии может стать одним из лучших за последние годы. Результат связан с эффективным и слаженным трудом землепашцев в летний период. План по сенозаготовке в регионе выполнен более чем на 90%. Отдельное внимание уделяется районам, пострадавшим от летнего паводка, а именно Конскому, Момскому и Верхоянскому. Разработаны программы поддержки, началась доставка кормов в Аймяконский район. Сбор и уборка картофеля пока отстает, убрано около 40%. Урожай овощей открытого грунта превышает показатели прошлого сезона и выполняется с опережением плана.
Прямая линия с Айсеном Николаевым состоится 27 сентября. Глава Якутии ответит на интересующие якутян вопросы, а также обсудит актуальные для республики темы. Трансляция состоится в следующую субботу и начнется с 19 часов. Традиционно в День государственности республики я отвечу на все вопросы, которые волнуют якутян в прямом эфире, сказал Айсен Николаев. Вопросы можно будет отправить в телеграм-боты и приложение «Макс». Неделя безопасности пациентов стартовала в медицинском центре республики. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню безопасности пациентов и направлено на внедрение системы менеджмента качества медицинских организаций. В течение недели главные врачи и их заместители станут участниками секций, круглого стола и мастер-классов. На первой конференции обсуждали риски при оказании медпомощи и вопросы безопасности новорожденных. Сегодня мы будем обсуждать вопросы безопасности с самого начала. Вот это такой проект сейчас, программа, когда мы большое внимание уделяем как раз по безопасности медицинской деятельности детскому населению с рождения. Как вы знаете, мы в стенах нашего центра выхаживаем пациентов с низкой критической массой тела, и в этом направлении также будет обеспечиваться организационная работа. В Мегино-Кангалахском улусе состоялось выездное заседание коллегии Госкомитета Якутии по занятости населения. Обсуждены актуальные вопросы занятости населения региона, решения по развитию образовательной и профессиональной ориентации, а также меры по снабжению безработицы, снижению безработицы и повышению квалификации работников. По итогам приняты рекомендации и ориентиры для совместной работы на ближайшее время. Также в селе Майя в Майинской школе состоялись классные часы, диалог на равных и фестиваль профессий. Сейчас уже работодатели в промышленности заходят и в школы, открывают свои фирменные профильные классы. И это также проводят очень крупные мероприятия. Это также очень значимо для достижения общего результата. В сегодняшнем дне, безусловно, мы видим, что площадок у нас очень много. Вся вторая часть этого дня, она посвящена именно практике. Здесь представлены на фестивале профессии достаточно большое количество работодателей, которые готовы окунуть в свою профессию и показать, что она важна, и действительно любой человек может там реализоваться. В Якутске на стадионе «Юность» прошла торжественная церемония посвящения в студенты СВФУ. Программа обширна. Ребята прошлись в торжественном параде первокурсников учебных подразделений и записались на интересующие их активности. В этом году в университет поступило более 3000 первокурсников. Из них 34 олимпиадника и 3 100-бальника. Наибольшее количество первокурсников поступили в медицинский институт. Это 586 человек. На втором месте институт математики и информатики, куда поступило 292 первокурсника. На третьем месте Институт языков и культуры народов Северо-Востока России – это 224 студента. На данный момент у нас уже поступило более 5000 первокурсников, это по всем направлениям. Ну, через несколько дней еще поступят еще несколько сотен первокурсников, да, у нас почти 6000 первокурсников будет по всем направлениям. Для нас это достаточно ответственно. Все-таки я у них уже глаза видел, все стремятся к знаниям. Я очень надеюсь, что Северо-Восточный федеральный университет оправдает надежды наших счастливых первокурсников. В Амгинском районе в селе Эмиссы участники клуба любителей коневодства «Дюхэгэй» организовали конный маршрут для учащихся школы района до турбазы местности Джараи. В этом году исполнится 30 лет с момента создания маршрута Элиятир-Хогун, основанного Николаем Уваровым. Клуб любителей коневодства был организован при поддержке Фонда президентских грантов России в 2022 году. За эти годы участники проекта ознакомились с профессией коневода, создали электронную карту пастбища и сенокосных угодий, встречались с опытными коневодами, ремонтировали изгороди, помогали на сенокосе и субботниках. Дети очень рады тому, что они сегодня сами приехали сюда на лошадях верхом. Такие мероприятия приобщают детей к любви к природе, к животным и лошадям. И в будущем им вот эти приобретенные навыки очень пригодятся.
Играют после рабочего дня в бильярд и настольный теннис. Соревнуются в силе и ловкости. Бывает на выступлениях звезд якутской эстрады. Все это о досуге сотрудников вахтового поселка Молода. О том, чему еще посвящает свободное время работники, узнаем далее. Успешная атака и соперник уже на песке. Соревнования по борьбе проходят не в столице республики, а в небольшом вахтовом поселке Молода. 11 лет подряд здесь состязаются в играх Молода-Ботура. В программе поднятия и перенос камня, якутские прыжки, борьба, масс-рестлинг и бег на 200 метров. Мастер лабораторно-обогатительного комплекса Иннокентий Трофимов, победитель игр этого сезона, шел к первому месту не один год. В нашем участке проводятся всякие спортивные соревнования. И из них самый летом год один раз проводится по национальным видам спорта. Это местные игры Молода-Ботура. В этом соревновании я участвую уже 4 раза участвовал. В 2021 году занял 2 место, в 2023 5, в 2024 2 и в этом году удалось выиграть. Прошлогодний чемпион игр, оператор ГСМ Василий Ханотов, занимается по соседству. Молодой человек почти ежедневно бывает в тренажерном зале, чтобы держать себя в хорошей физической форме. Тренируемся с друзьями, с коллегами и поддерживаем спорт и здоровый образ жизни. Тренировки дают большие мужские качества, сила, выносливость и характер. Поддерживать себя в форме помогают и подвижные игры. Любители футбола могут сыграть после рабочего дня на спортивной площадке вахтового поселка. А если погода не позволяет, то матч перемещается на виртуальную арену культурного центра. После работы сотрудники могут позаниматься в тренажерном зале, сыграть настольный теннис и бильярд. А также сюда часто приезжают звезды якутской эстрады. На прииске проводят соревнования не только по силовым видам спорта, но и по настольному теннису и бильярду. Также организуют собственный конкурс «Лучший по профессии». В компании «Алмазы Анабара» группы «Алроса» большинство сотрудников – жители Якутии. Их доля составляет 96%. Здесь уважают национальные традиции. Например, летом отмечают эсэх с обязательным обрядом благословения и общим осохаем. Руководство верит, соблюдать баланс между работой и досугом важно для благополучия сотрудников. Мария Флоренца, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Это были все актуальные новости к этому часу. Встретимся в дальнейших новостных выпусках.